Одной из главных весенних забот является обеспечение пропуска талых вод под мостами и трубопроездами. Этими работами в Республике Башкортостан традиционно занимаются работники дорожно-транспортных предприятий и ЖКХ. Искусственные сооружения должны быть заблаговременно подготовлены к пропуску ледохода и высоких вод для обеспечения их безаварийной работы. Заблаговременно необходимо осмотреть мостовые переходы и составить календарные планы подготовительных работ с указанием перечня, объема работ, потребностей инструментов, материалов, рабочей силы и транспортных средств, сроков проведения работ и ответственных исполнителей, аварийных запасов материалов и средств освещения в ночное время. Подготовка искусственных сооружений к пропуску ледохода и высоких вод производится в конце зимы, когда уже нельзя ожидать сильных снегопадов, метелей и морозов, и включает в себя расчистку отверстий, укрепление размытых участков русла, подготовку деревянных и наплавных мостов, сколку льда и ледокольные работы, ликвидацию дефектов сооружений, заготавливание и складирование необходимых материалов и конструкций, обследование реки в районе моста. При расчистке отверстий выполняют следующие работы. На трубах убирают щиты, закрывающие отверстия, удаляют лед и снег, прорывая канавы на ширину отверстия длиной 30 метров по руслу от каждого оголовка и очищают от снега откосы над оголовками труб. На мостах через суходолы и овраги и малые водотоки расчищают от снега подошвы конусов, устраивая канавы с выходом к отверстию моста и прокапывают канавы в снегу по главному руслу. В состав подготовительных работ перед половодьем включается общий осмотр паводковой комиссии состояния всех гидротехнических сооружений, завершение планового ремонта ГТС, в том числе устройств, обеспечивающих отвод талых и дренажных вод, проверка действия затворов и оборудования, работа которых связана с пропуском высоких вод, выполнение мероприятий по обеспечению надежной работы затворов и их подъемных устройств, разборка или удаление временных сооружений и конструкций, устанавливаемых на морозный период, дополнительное укрепление откосов грунтовых сооружений и берегов в местах, подверженных размыву, защита линий электропередач, расположенных в пойменных участках, от подмыва оснований и воздействия льда во время ледохода, расчистка от снега и наледи нагорных канав у сооружений, организация аварийных бригад на время пропуска половодья, обучение их производству работ, которые могут потребоваться при пропуске ледохода, проведение инструктажа по технике безопасности, проверка и поддержание в исправном состоянии проездов, подъездов для автотранспорта гидротехническим сооружениям и складам аварийного запаса с учетом неблагоприятных метеорологических условий. Срок окончания подготовительных работ устанавливается в зависимости от местных условий, но не позднее, чем за 15 дней до начала половодья, определенного прогнозом Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. И осуществляется ежедневный контроль за своевременным выполнением мероприятий, предусмотренных планом по пропуску половодья. И наиболее эффективным способом борьбы с высокими половодьями и паводками является перераспределение стока водохранилищами возможности регулирования водных ресурсов.